В начале второго дня работы сессии парламента спикер Валерий Кварчи обратился к народным избранникам с просьбой поддержать обращение Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия к правительствам государств мира в связи со столетием геноцида осетин. За данный проект постановления депутаты проголосовали единогласно. Кроме того, народные избранники сделали заявление, в котором считают возможным поставить вопрос о признании факта геноцида со стороны официальных властей Грузии на протяжении 20-го, начала 21 веков в отношении не только осетинского, но и абхазского народа. Далее депутаты перешли к рассмотрению оставшихся вопросов повестки. Все они касались дачи согласия на перевод земельных участков из категории в категорию в Гудаутском и Гагарском районах. Предлагаю вам на рассмотрение проект постановления о даче согласия Кабинету министров на перевод из категории в категорию земельного участка площадью 6 соток в селе Лыхны Гудаутского района. За данный проект постановления депутаты проголосовали единогласно. Также депутаты дали согласие на перевод из категории в категорию земельного участка площадью 0,50 гектара в селе Лыхны и на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью водолей земельного участка площадью более 1 гектара в селе Приморское для строительства гостиницы. Кроме того, парламент одобрил перевод из категории в категорию земельного участка площадью более 2 гектаров в селе Псахара Гагарского района. 4 вопроса повестки дня касались утверждения дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации. Хочу представить объект, который расположен в городе Гагра по улице Ардземба, 87. Это имущественный комплекс санатория Гагрибш, верхняя часть, состоящая из 3 зданий. Они разбиты на литерации. Это трансформаторный киоск, баня, прачечная и продовольственный материальный склад. Площадь земельного участка, находящийся под этими строениями, составляет и прилегающая территория 27 соток. Стоимость 1 миллион 519 тысяч 947 рублей. Начальная цена 1 миллион 600 рублей. Объем инвестиций в условиях восстановления объекта составляет около 20 миллионов. За данный проект закона проголосовали большинство из присутствующих, однако некоторые депутаты выразили свое мнение по поводу приватизации объектов госсобственности. Парламент соглашается только для того, чтобы это разрушенное имущество в конце концов было приведено в порядок, да? Как и с землями, так и с объектами. И в целом идет навстречу нашим гражданам, которые хотят. Но зачастую, в 9 случаях из 10, эти объекты потом становятся предметом перепродажи, а никакой не реставрации. И потом эти объекты, они десятилетиями продают, а мы фактически участвуем в некой схеме, по которой люди легализуют госимущество и перепродают его. Мы даем разрешение от того, что это имущество будет вот в таком состоянии, да, ее будут перепродавать. Когда отремонтируют, тоже кому-то перепродают. Это рыночные такие условия. И мы не можем за каждым, как говорится, этим следить. А от того, что будет это висеть и ничего не будет, от этого кому-то пользы. В итоге весь перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации, был одобрен. Гугуца Вардани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.